Привет, ребята! Апрель месяц, деревня, шикарная погода. Скажем, днем выходишь и наблюдаю эту картину, как просто местами махом съедает снег. От моих буранок, ребят, натоптанных вот в такую площадь, чтобы понимали, я проезжал где-то здесь на технике и задевал болтом от модуля. Вот этой высоты был снег. В общем, метр снега, ребята, растаяло. Шикарная погода, река еще, ребята, стоит. Даже местами еще я знаю, что рыбачат, но я закрылся, ребята, я закрылся. И потихоньку занимаюсь делами. Появляется часик-второй свободного времени и, естественно, чем-то надо позаниматься. Алена Сергеевна уже убрала площадочку чисто после дров, так как постоянно колем, что-то тут опилки всякие. Вроде все порядок, ребята. Гаражик стоит, техника отдыхает. И сегодня я так, ребят, решил для себя, хочу заняться донками, своими любимыми донками, а именно приготовлю грузила. Есть такой Пашка, кореш мой из Кировской области. Паха, будешь смотреть, тебе огромный привет. Приезжай в гости на рыбалку, ты в курсе, то, что я тебя жду, и в целом будет свободное время, звони, пиши, на связи, в общем. Серега, когда ты приезжал, Серега мне по рыбалке, отправил вместе с ним подгончик мне и много-много свинца, ребята. Он знает, что я люблю эту рыбалку. А груза это прям, что ни на есть, ходовой, так скажем, элемент в донке. Донка очень простая, это леска, два поводка, мотовила, крючки и грузило. У самого небольшой магазинчик, сами знаете. И вот грамм 100, ребята, грузила стоит в районе 70 рублей. В целом, всю дорогу мы его сами изготавливали, плавили, это были аккумуляторы. Но потом одно время их стали хорошенько принимать, и найти на свалке их уже не было возможности. Какое-то время использовал я грузики на шиномонтажах, которые для балансировки колес. Но тоже плюс-минус, и не всегда будет свинец из какого-то другого металла. Ну, все многие знают, что зеленые запретили вообще свинец. В природу стали делать стальные дробь. Те же грузики, которые на дорогах вылетают, чтобы не попадали в природу и не, ну как скажем, не портили ее, так, экологию, скажем. Вот. Ну, за сезон, ребята, я рыбачу очень много. Благо, бывает в проверенных местах доночка ложится идеально и как бы рыбачишь без зацепов. Но бываешь, попадаешь в то место, что зацеп на зацеп, обрыв на обрыв, и часто вот именно теряешь груза. А груза очень большие, это, ребята, 120, 140, 150 грамм у меня идет грузило. Река у нас с течением, соответственно, как бы и донки разные, и груза разные, и крючки разные. Ну, в общем, сегодня хочу, ребят, я поплавить груза. Так. В общем, погода позволяет, ребят, начнем. Сейчас приготовлю место здесь, более закрывает стена, не ветрено, соответственно, чтобы газовая горелка тут сильно у нас не мотылялась. Поставлю столик, баллон газовый. Ну, все по стандарту, ребят. Так что давайте начнем. Погнали. Так, также достаю, ребята, свою горелочку походную, плиточку. На ней же я и готовлю груза. Ну, соответственно, газ. Можно, конечно, использовать и портативный баллон, но они пригодятся в походах. Баллон у меня заправлен 5-литровый, так что на улице будет самое то. В общем, подключаемся, открываем газ. Все, есть контакт. Так, друзья, ну все. В общем, для изготовления грузил, вот у меня баночка прошлогодняя. Это плоскогубцы стандартные. Здесь я вот так заломал носик, чтобы можно было держать баночку. Соответственно, и стандартная ложка алюминиевая, советская, большая. Есть средняя, ребята, это большая. В районе 150 получается грамм грузила. Ну, потом мы завесим. Вот такой изгиб. Это не просто так. Я приноровился, ребята, вот так втыкать в щель. Стал, ну, где-то вот в столе, допустим. И уже ложка зафиксирована. Получается, она уже никуда не бегает.
Сейчас я найду такой адекватный момент, где буду ставить ложку. Вот. Даже немножко подзагнем, чтобы было ровно. Все. Вот ложка, ребята, уже в рабочем режиме. И вот так будем заливать. Сейчас приготовим емкость с водой, куда мы будем отправлять грузила. Так, баллончик подсоединил. Ну все, в принципе, сейчас набираю водички и немножко от свинца. Емкость с водой приготовил. Так, ну вот, в общем, смотрите, друзья, какие у меня есть плямбы свинцовые. Плямбы — это просто, я не знаю, золото. Раз, 3. Не знаю, они вот такие ровные. Я не знаю, Пашка, от чего это, конечно, такая штука. Но мне прям жалко, ребят, рубить такие штуки, потому что это уже готовый груз, грубо говоря, на продольник там или, не знаю, там на что-нибудь, на бредень. Вот такие плямбочки, они уже готовые. Это Пашка с Кирова мне передал. Ну и в общем, есть вот такие еще пластины, ребятки, смотрите. Вот такие пластины. Единственное, надо их порубить просто, чтобы они влезли в емкость. Они тоже очень тяжелые, здесь очень много свинца. Вот это, допустим, вообще здорово. А так вот у меня остатки с прошлого года. Старые аккумуляторы. Вот эти пластиночки, ребята, достается и изготавливаются. Не знаю, вот эти аккумы, надо, кстати, их проверить. Может, они еще и рабочие. Может, куда-то они еще и пойдут. Вот они. Батареечки такие. Это, кстати, тоже Даймирка мне подгонял. Немножко подгоняют, ребята, рыбаки. Понимаю, что... Ну, в общем, вот эти прокладочки, ребята, видите, их надо чистить. Вот. И вот это свинцовые прокладочки. Так, ну ладно, это мы оставим на черный день. У нас есть классный свинец. Сейчас мы его нарубаем и будем плавить. Так, друзья, наглядный пример. Это мой набор поддонком. Это колокольчики, это запасные крючки, вертлюги, карабины и готовые грузила. Вот они у меня в разных позициях. Это заводские 250-е, тяжелые очень, я их тут немножко обрубал. Заводские сотка, но это вот на закидушке может быть. На донке это очень слабо. Так, начиная рыбалку с ранней весны. Это вот такая форма, ребят, это заливалось в мебельную чашку, получается. Ну, мебельная нога от кухонного гарнитура перевернута вот такого макара. Здесь от самореза даже прорезь такая. Вот такие груза. Ну вот они у меня еще с прошлого сезона есть. Вот они, красавцы. Ну и в целом сейчас мы тоже займемся заливочкой. Вот такой набор здесь. Поводочный набор. Леска на поводке. Так, я пробовал, кстати, ребят, заливать не только в ложку, но и всякие чашечки, рюмочки. Даже в пивную банку алюминиевую переворачиваешь, там тоже есть емкость. Ну, в целом, ложка мне больше всего нравится. Не знаю, как-то она по стариночке. Хотя, когда выматываешь, она бывает как блесна играет. И запутывает леску, потому что без вертлюга. А вот эти грузила мне тоже очень нравятся. Такой формы. Потому что они равновидного типа. Как бы они на дно падают жестко. И когда вытаскиваешь, он не крутится, а просто ползет. В общем, даже бывает задерживает грунт. Ну ничего, такие тоже не зашляйные. Ладно. Так, начнем. Пенечек отдыхает. Вот он. Дровинчик полный. Вот этот пенечек. На нем бывает что-то подрубить. Нужно всегда на месте. Опа.
Заказал такой старый топор советских времен. Ну, звук, слушайте, да, ребят, идеальный. Топоры, конечно, раньше делали отличные. Но он такой для всякого мяса порубить, что-нибудь такое. Ладно. Попробуем разрубить. Без всякого усилия. Поддался он одним махом. Так. Я взял еще молоток, чтобы не кромсать здесь. А вот таким образом. Вот такие плюшки, в принципе, будут заходить в баночку. Ну да. Можно поменьше, кстати. Чтобы быстрее все это было. Так, ладно. Устанавливаю баночку. Давайте поменьше, наверное. Грязь убираем. Раз. Два. Три. В общем, баночка очень маленькая, тонкая, ребята, но она позволяет это все сделать. В целом, потому что банка из металла. Не знаю, конечно, из какого. Ну, а свинец, он плавится 320-300 с копейками. В общем, немного ему надо температуры. Бывает, даже на рыбалке как-то плавили. Что-то не было у нас. А, большие груза остались. А мы на пару дней поехали по налиму. И надо средний груз какой-то. Эти тяжелые кидать невозможно. Что-то порубили. Взяли тоже какую-то емкость, нашли. И вот так же в ложку заливали. Сразу гвоздиком. Ножичком немножко грань отверстия, чтобы леску не натирал. Убираешь, и все. Шикарно работает. Делали даже и в лесу, короче. Но я люблю вот именно в такое время, когда рыбалки еще нету, заняться вот такими полезными вещами. Так как сезон начнется, будешь мотаться туда-сюда, запас, не запас, там думать, голова не болит. Зная, что тут у тебя уже все готово, доночки готовы, грузилки, крючочки, все на мазях, ребята. Ну, сами понимаете. В общем, такие вот уже дела. Пошли капли, ребят, смотрите. Все это очень быстро делается. Рекомендуется плавить, конечно, это на улице или в открытом помещении каком-то, гараже, чтобы не было никаких ядов, потому что это вредно. Так, друзья, ну все вроде. Первое готово. Так, ну тут свинца порядком больше даже. Сейчас пристрелочный. Раз. Сразу же греть его. Видите, немножко ложка неровно, ребята. И сейчас шевелить пока не надо. Сейчас немножко ей дать подстыть. Видите, она вот шатается. Я люблю, чтобы ровный был. Ну, а можно пластиночку добавить. Все. Вот на ложку чуть туда. И, в принципе, будет добавочные какие-то граммы. Все, видно аж как застывает на глазах. Это еще шатается. Махом застывает. Еще чуть-чуть. Ну, в принципе, все. Первый есть. Сразу, ребята, обязательно, когда будете заливать остальные, смотрите, чтобы в ложке или туда, куда вы будете заливать, не было воды. Иначе беда глазам. Так, пробую немножко выровнять. Ложка сама по себе нагрелась уже. Ну, у нас, в общем, есть первое грузило. Ну, вот не успел еще то добавить. Еще одна партия подспела. Вот так вот. Ставим на огонь. Добавляем плиточку. Там свинец горячий.
и который свежий добавляешь, он тает просто махом. Так, а у нас подспел второй. Пока не шевелим его. Вот такое грузило, ребят. Первое есть. Но на мой взгляд, что-то легковатое оно. Легенькая ложка. Сейчас посмотрим, как вторая будет. Пока держим. Температура, смотрите, ребята, аж стол нагревается. Так, если не понравится мне, ребят, по весу, то будем думать другую форму. Так, ну у нас пока плавится. Сразу добавляем поменьше, ребята, чтобы она на плоскости лежала. Вот такие шарики, кусочки. Вот, ребят, тут, смотрите, качнул немножко, и он волна, видите? Так, этот немножко побольше, как будто, на мой взгляд, чуть-чуть побольше. Надо завесить. Мне лишь бы вес был 120-130 грамм. А лучше ходовой 150. Так. В общем, этот готов. Тут уже грязь. Как раз надо на ложку. Вот там вода была. Отлично. Вот эту грязь так постучали, и все. Ставим обратно. Да, легковато. Сейчас возьму безмен, ребят, взвешу. Что-то не нравится мне как будто. Основную леску я использую на донках очень толстую, 0,7, чтобы без всяких усилий каких-то там. Этот меньше получился. Так, ладно, вешаем. Будем вешать. Что-то мне не нравится. Я взял безмен. Давайте завесим. Понятно, что здесь не прям точно будет. Но хотя бы, чтобы понятно было. Точные весы у меня на работе. Так, это первое грузило. Но нет, 145. 145 грамм, ребят, смотрите. Просто мне, наверное, показалось, я уже отвык, наверное, от доночек. Давайте вот этот, на мой взгляд, она, наверное, чуть-чуть, на грамм 5 побольше. Что такое? Килограмм. Ну, 150. Я говорю, в цвет прям. Прям в цвет. 150 грамм. Я и говорю, потому что вот эта ложка, она была прям самое то. А у нас на подходе уже новая партия, которую надо заливать. Опачки. Также я пробовал заливать не полную ложку. Так, добавляем. Допустим, под какие-то закидушки. Тоже немножко поменьше. Так, пересобираем и добавляем. А этот у нас товарищ высох. Нет, еще не высох. Ну, видите, ребята, как он сковывается.
Надо немножко ждать, чтобы они были вот реально, ребят, как заводские. Без всяких таких волн, корёбин. Очень красивый получается. Так, друзья, ну все, вроде закончил. Ну как закончил, тут можно было и плавить, но в целом так на зарядочку мне хватило. Так, решил немножко сегодня заняться доночками. Завтра привезу леску, ну, то бишь с магазина, и сделаю новый комплект. В этом хочу полностью новое сделать. Вообще, там есть пару идей, так что, ребят, пишите, кстати, тоже, какие есть идеи у вас по донкам, по грузам. Ну, в общем, что, простые пассатижи, баночка, горелочка. Ложка вот таким образом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 грузил примерно в районе 145-150 грамм. Они, в принципе, у меня все на подбор. Старался заливать в край. Ну, в общем, вот такие ровненькие. После каждого 2-3 залива, ребят, надо чистить. Потому что есть грязь. И чтобы вот всякого такого не прилипало, чтобы было чистое грузило, как заводское, так скажем. Почистил и добавляешь свинец. А так я всего лишь потратил вот такую одну штуку, ребята. Здесь у меня можно плавить не переплавить. Так что 12 грузил. В целом завтра сделаю 5 доночек. Ну, в общем, вот еще и на запас. Ну, у меня еще, посмотрел, старый есть, так что как бы на весну, на выход есть запаску. А так и также времечко есть. Ну, естественно, говорю, ребят, дома не делайте, потому что ядовитый все-таки свинец он выделяет где-то на улице, где-то на открытом пространстве, там, не знаю, максимум там на балконе с открытыми там окнами. Ну, потому что дома прям не гарантирую, не советую. Так, ну все, это еще не все. Сейчас просверлю отверстие и все будет четко. Так. Таки. Что у нас есть? Ну, сверло возьмем, наверное, вот такое, пятерочку. Так, и, наверное, возьмем, что это у нас, 8. Так, 4 тонкая, наверное, будет.
Возьмем семерку, пятерочку и семерочку. Ну, в общем, берем грузило. Примерно вот в этом моменте. Просверливаем. Ну все, вот такие макарошки остались. Кстати, тоже можно на переплавочку убрать. Так, пятерку убираем. Берем семерочку. И, в общем, вот эти края, ребят, немножко можно ножичком, конечно, или зинковочкой какой-нибудь фаску снять, чтобы леску не перетирала. Ну, можно немножко вот так легонечко. Раз. И вот такая штука получается, видите, ребят. Отлично. Так. Ну все, друзья. Килограмм 750 грамм. В общем, ни о чем, да, как будто 12 штучек, ребята, а здесь 2 килограмма. В общем, сейчас у нас в оконцове получилось грузило. Ну вот оно так и есть, 145, 140, 150 грамм, ребята. Самый что ни на есть заводской мой вес. Ходовой, точнее, который работает именно у меня под донком и на моей реке. Ну, в общем, ребят, немножко показал, как заливаю груза, как готовлю к сезону. Бывают магазинские, ребята, вещи не всегда эффективны, не всегда они подходят именно под твою тему. Я начинал именно вот с таких грузил. Помню, заливали вот именно Волжку, различные выемки, емкости, и также рыбачили. Да, сейчас, конечно, проще заехать купить, но опять же, говорю, можно сэкономить небольшую денежку, если есть у тебя свинец. Есть желание, время приготовить лично для себя свои же груза, и вдвойне приятнее будет. Ну, в целом, как-то так. Сейчас используются вертлюги именно в грузах, но что-то часто подводят они. И все же вот простое отверстие. Да, естественно, бывает, что закручивают леску, но вроде все как работает. Так что вот такая, ребята, история. Все, спасибо, ребят, за просмотр. В общем, потихоньку готовимся. Снежочек тает. Но мы не теряем время, ребята. Мы ждем каждый денек и чем-то занимаемся. И готовимся именно к открытию жидкой воды. А это налим в любом случае, ребята. Так что на связи.